России появились 100-рублевые монеты. Центробанк выпустил 100 тысяч золотых монет «Георгий Победоносец». Нет, дело не в инфляции. Они нужны для инвестирования и создания личного фонда сбережений. Поэтому сдачу такими вам вряд ли выдадут. А хотелось бы, я понимаю, но зато, если бы они у нас были, мы могли бы себе позволить вот такое чудо. Капсулы спокойствия и уединения теперь можно приобрести на Авито за 700 тысяч рублей. Производители убеждают, что в них можно спрятаться от разгневанной жены или назойливой тещи. Внутри находится складной столик, мягкие сиденья, отсек для хранения предметов и даже система вентиляции. Но я что-то не вижу в описании телевизора, а он необходим, поскольку все самые интересные программы и гости ждут вас на телеканале «Осетия Рыштон». И да, не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Здравствуйте! В эфире программа «Самое время». С вами Карина Тамаева, и мы начинаем. И начнем мы сегодня сразу с цифр, со статистики. Познакомлю вас кое с чем интересным. В Северо-Кавказском федеральном округе в этом году было подано 2526 заявок на регистрацию товарных знаков. В прошлом году их было чуть меньше – 2110. Этот показатель увеличился на 19,7%. Об этом сообщает Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент. Больше всего заявок на регистрацию товарных знаков в этом году было подано в Ставропольском крае – 1072, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Но не все знают и понимают, для чего нужен товарный знак и его регистрация. Сегодня мы разберемся в этом вопросе вместе с экспертами. Сегодня с нами в студии Гиви Икаев, патентный поверенный Российской Федерации, и Мария Децелова, графический дизайнер. Добрый вечер. Добрый. Начнем, наверное, собственно, с регистрации товарных знаков. Расскажите, для чего она нужна и какую роль, возможно, играет в бизнесе. Спасибо, что пригласили. Ну, прежде всего, что такое товарный знак? Да? Товарный знак – это средство индивидуализации. То есть средства передвижения, автомобиль, там, самолет, ракета. Есть средства, допустим, оповещения, там, мегафон, громкоговоритель. А это средство индивидуализации, то есть средство, которое индивидуализирует что? Индивидуализирует товары. Однородные товары, ну вообще товары разных производителей. То есть назначение товарного знака – это индивидуализировать однородные товары разных производителей. То есть товары или услуги, у вас есть парикмахерская, да. Рядом есть парикмахерская. Я просто физически могу их перепутать. Но когда я буду знать, что эта парикмахерская называется там «Золотой локон», а это называется там «Голубые глаза», то я буду знать, что мне нужно идти там голубые глаза, условно говоря. Поэтому вот это назначение товарного знака. И, соответственно, для того, чтобы закрепить право собственности на объект интеллектуальной собственности, в данном случае это средство индивидуализации товарный знак, нужно его зарегистрировать. Вот для этого и делается. А вот сам процесс регистрации, он сложный или это легко делается? Ну, смотрите, на самом деле зарегистрировать и подать заявку – это разные, что ли, стадии. То есть сначала для того, чтобы нужно составить заявление, да, и подать его. Точно так же, как получают лицензию, скажем, там, на производство чего-то. Есть же лицензируемые виды деятельности, есть нелицензируемые. Здесь тоже есть определенный порядок. Нужно составить заявление. Есть требования к заявлению. Это подзаконные акты, правила составления подачи заявок. Есть регламент. Все они исходят из Гражданского кодекса, в котором закреплены условия регистрации товарных знаков. Это, в общем, такой процесс долгий, но я в целом скажу коротко. Подается заявление, то есть для того, чтобы зарегистрировать товарный знак, нужно иметь, что мы регистрируем. То есть какие... Бизнес? Нет. Речь не о бизнесе. Имеется в виду, я сказал, что такое товарный знак, это средство индивидуализации. Теперь мы должны обозначить, а в каком виде он. И вот мы говорим, допустим, Ирыстон – это товарный знак. Он в виде словесного
элемента, который произносится «Иристон». Есть там, скажем, вот логотип тот же «Мерседес». Да. Я его называю логотип, изобразительный элемент. Он в виде изображения. То есть товарные знаки, вообще видов товарных знаков около 20. То есть мы имеем основные виды, это словесный товарный знак, название там Ирина, там Мария или любое другое слово словесное. Следующий – это изобразительный какой-то товарный знак, их комбинация. Есть объемный, допустим, там стакан, вот если он какой-то имеет оригинальную форму, объемный товарный знак. Есть эти обонятельные товарные знаки. В России зарегистрировано несколько обонятельных, хотя за рубежом это давно уже, то есть сам запах регистрируется. Есть, вот у нас Сбербанк, допустим, зарегистрировал цвет. Вот свой цвет, зеленый, он выделил понтон какой-то и выделил. То есть мы прежде всего в заявлении должны указать, какой товарный знак мы регистрируем, что мы подаем. Ну, возьмем самое это слово, да, какое-то слово, это словесный элемент, оформляем, подаем, и есть определенная процедура, регламент, в последовательности которой Роспатент, вернее, не Роспатент, а Федеральная служба по интеллектуальной собственности, в которую входит Федеральная служба, Федеральный институт промышленной собственности, они проводят экспертизу, и после того, как провели экспертизу, выносят решение либо о регистрации, либо об отказе в регистрации, но предварительно бывает, если у них вопросы, то у них, ну, они делают запрос, соответствующее уведомление, и нужно на него отвечать. В общем, есть определенная процедура, которую нужно соблюдать. Но, видимо, не такая уж и сложная, так что лучше регистрировать. Нет, из-за этого вообще бояться не нужно. Нужно обязательно регистрировать. Она не такая сложная, ну... Да. Логотип. Насколько я понимаю, Мария, логотип в нашем современном мире в 2024 году – это важная составляющая личного бренда, любого бизнеса. Вот почему он важен, помимо этого? Ну, логотип, в принципе, это своего рода твоя визитная карточка, будь то это для личного бренда или для компании. В любом случае, это важная деталь. Поэтому, что я могу сказать по этому поводу? Ну, все больше и больше, на самом деле, обращаются за данной услугой. Что? А то, что логотипов становится все больше. Вот вы как-то замечали этот момент, что ни день, то новый бренд, новый логотип, и как будто бы их очень много стало в какой-то момент. Да, на самом деле сейчас открывается очень много всего и разного, но для того, чтобы выделиться именно на рынке, собственно, и обращаются к дизайнерам для разработки именно, собственно, и логотипа, фирменного стиля, для разработки брендинга. Именно для этого, собственно, и служит именно логотип, чтобы выделиться среди огромного множества, может быть, даже тех же самых кофеин. А какие логотипы, товарные знаки сейчас в почете у местных предпринимателей, например? Вы знаете, мода меняется, скажем так. То есть, допустим, еще год назад все было, может быть, год назад, может быть, 2, все было очень минималистично. Да, еще подумала об этом. Да, все было очень минималистично, аккуратные тонкие шрифты, все очень такое аккуратное, причесанное, вылизанное. А сейчас все стало чуть-чуть ярче, то есть, может быть, с веянием, может быть, новым каким-то, может быть, культурным, или, может быть, людям, в принципе, больше просто захотелось красок видеть в своем бренде. То есть появилось больше формы, больше красок, текстур. То есть теперь это не просто какой-то шрифт, то есть, допустим, в логотипе должна быть еще какая-то метафора. То есть что важно непосредственно для самого клиента и потребителя. То есть нужно это обязательно учитывать, чтобы это не было условно просто какой-то написанный шрифт. Обязательно нужно в него вкладывать какую-то интересную деталь, как своего рода татуировка. То есть вы можете набить просто какую-нибудь розочку или там корабль, или вы можете в ту же самую татуировку внести некий смысл, то есть тот, который будет важен именно для вас. Возможно, потребитель не сразу уловит этот момент, но именно вы, как держатель бизнеса, будете уже знать то, что, допустим, вот этот логотип для меня ценен, он для меня важен, потому что в нем заключены какие-то мои ценности для бренда. То есть надо наполнять смыслами уже любой логотип.
Конечно. И не получится просто взять какой-то шаблон из популярных программ для дизайна и сказать, вот мой логотип. Нет, ну вы можете его, конечно, взять, но если вы хотите развивать свой бренд, свой бизнес и выделяться, то, конечно, нужно наполнять его не просто, чтобы это была не просто красивая картинка, чтобы чтобы этот логотип нес какую-то смысловую нагрузку. На самом деле мы сейчас живем в таком, в 21 веке, и когда для людей уже просто красивая картинка недостаточно, когда им интересно чуть-чуть подумать, когда ты смотришь как на ту же картину, то есть вы смотрите, вы видите вот что-то одно. Через какое-то время вы подходите к той же картине под другим углом и смотрите чуть-чуть другое. То же самое и с логотипом, допустим. С этой стороны это вот так, чуть-чуть попозже вы смотрите, а вот это вот оказывается поэтому, здесь какой-то завиток он потому что, вот так. То есть нужно немножечко подумать. А вот у вас, например, есть любимые логотипы, желательно всемирно известные? Мне нравится четкость во всем. Как уже сказал мой коллега, мне очень на самом деле симпатизирует, допустим, логотип Mercedes, Chanel. Можно я тоже скажу тогда, какой логотип мне? Lexus. Раз уж мы говорим про машины, пусть это будет Lexus. Да. Сейчас на самом деле огромное множество логотипов, особенно если мы берем, допустим, тот же самый автомобильный бизнес. При появлении огромного количества китайских, наверное, китайских автомобилей появилось огромное множество и логотипов, собственно, этих же марок. И именно эти логотипы, собственно, нам помогают их как-то идентифицировать, потому что названия их достаточно сложные. Допустим, на дороге мы можем запомнить, вот эта машина с крылышками, это оттуда, а вот это оттуда. То есть мы их по логотипам мы можем как раз-таки и идентифицировать. Кстати, может быть, только у меня, но к китайским дизайнерам именно машин у меня много вопросов, потому что и названия хромают, и, собственно, логотипы. Я, например, не знаю ни одного логотипа, кроме как, если это не будет само название, я скажу вот, а если логотип, никогда в жизни не догадаюсь. Про товарные знаки еще немного поговорим. Бывали ли случаи, когда нельзя зарегистрировать товарный знак по тем или иным причинам? В законе есть, конечно, требования к тому, какими должны быть товарными знаками. То есть они, допустим, не должны противоречить общественным нормам. То есть это нельзя зарегистрировать плохое нецензурное слово. Если брать, допустим, хвалебные слова, там, замечательные, и вы подадите просто замечательные, то вам будет отказ, потому что хвалебные слова, они не регистрируются в качестве самостоятельных элементов. То есть если у вас есть какой-то логотип, вот вам придумала Мария, и вы там написали замечательно, и он там не носит доминирующего характера в этом обозначении, то вам и этот логотип будет уникальным, то есть Мария его сама придумала, и он не будет сходен с другими, более ранними товарными знаками, то его зарегистрируют, то есть примут решение. А можно ли вот как-то проследить тот момент, что представим, что Мария сделала для меня логотип, товарный дизайн продумала, и я зарегистрировала его, это все дело. А кто-то взял мой логотип, открыл свой бизнес. Будет обидно, если у него бизнес пойдет в гору с моим логотипом, то и не зарегистрировал, собственно, хорошо. повторно. Если он взял у вас, украл бизнес, и его бизнес пошел в гору, а у вас есть свидетельство о регистрации, то есть вы первое зарегистрировали, это очень хорошо. То есть он вам раскручивает ваш бренд, вы сидите тихо, спокойно, а потом предъявляете ему претензии по поводу незаконного использования товарного знака, вашего товарного знака. И получаете с него дивиденды. А если я не узнаю, что кто-то взял мой логотип? Знаете, это прерогатива ваша. Вы должны следить за тем, что кто-то использует ваш логотип или не использует. Но вы не сможете не узнать. Если вы работаете на рынке однородных товаров, вы не сможете не узнать. Вы будете всегда сталкиваться, вы его увидите, понимаете? Да. И еще вы спрашиваете, для чего регистрируют товарный знак. То есть вот сейчас особенно маркетплейсы, они стали требовать того, чтобы люди приходили со своими торговыми марками, торговая марка и товарный знак — это синонимы,
Вот, и чтобы у них было свидетельство на руках. Это стало обязательным по какой причине? Ну, не обязательным, а по той причине, что примерно лет, наверное, 7-8 назад был принят закон, сейчас не скажу номер его, когда ответственность за незаконное использование товарного знака сейчас лежит не только на том, кто произвел товар, но и на том, кто его продает. И вот маркетплейсы, как крупные организации, ну, крупные предприятия, у которых много денег, они понимают, что если на них подадут в суд, то суд не ограничится штрафом там, в 10 тысяч или там, это минимальный штраф, а уже с них возьмет по полной. И они поэтому, и не только маркетплейсы, но и торговые сети, они требуют с поставщика гарантию, заключают договор, если у него нет товарного знака, а если, ну, заключают договор на то, что он в конечном итоге будет он платить за возможные претензии, которые будут предъявлять маркетплейсу или торговым сетям. Вот как. Нюанс, которого я, честно вам сказать, не знала. Вопрос у меня назрел. А в какой сфере больше всего регистрации товарного знака? Возможно, вы знаете, замечали, следили за этим? В какой сфере, понимаете? Это то есть зависит... это кофейни, это Я салоны? сейчас объясню. Во-первых, это мода, это экономика. Это напрямую завязано на экономику. Вот, скажем, мы работаем давно уже достаточно. И, скажем, в начале 2000-х годов 90%, 95% всех регистраций было в алкогольной сфере. Потом, когда это все стали монополизировать, центр стал... В общем, все это централизовать, как какие-то в одни, там, в 2 руки, в 2 руки, то стали переключаться люди, им же надо работать на другие уже сферы деятельности. Но на сегодняшний день большая часть регистрирует товарные знаки, подают по безалкогольным напиткам. Это, насколько я знаю, нелицензируемая деятельность. Ну, в определенной сфере. То есть, если тебе нужен источник, то у тебя должна быть лицензия на использование недрами. А так, вот безалкогольная продукция, очень много кофеин сейчас подают, одежда подают, много услуги, вот там чурчхела, там такие, но это не услуги, это товары, имеется в виду различные медицинские услуги, то есть разные регистрируют. И это еще зависит от регионов, то есть в каком регионе какая экономика, что работает. Вот вы сказали Ставропольский край традиционно больше всех подает, имеется в виду из Северо-Кавказского. Потом идет на 2-м месте примерно Дагестан. Потом идет примерно Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, они примерно на 1-м. То есть мы, в общем-то, ну, во второй половине как бы такого списка из 5-6 субъектов. Примерно так. Но у нас тоже много регистрируется. Про логотипы еще непосредственно хочется обратить внимание. А какие основные сложности возникают при разработке логотипа? Возможно, это общение с бизнесменом непосредственно, человеком, который хочет логотип. Что это бывает? Ну, сложности могут быть совершенно разные, но я знаю, как их избежать. При грамотном заполнении брифа и четком его заполнении можно избежать вообще, в принципе, любых сложностей. Потому что как только заказчик, клиент, бизнесмен понимает, чего он сам хочет, как только мы понимаем вот этот момент, все, сложностей, в принципе, уже быть не может. Основная сложность это именно в том, что заказчик непосредственно иной раз не понимает, что он именно хочет получить. Поэтому, когда я показываю варианты, допустим, это 1-я, 2-я, 3-я концепция, и 1-я, 2-я это то, я следую непосредственно по брифу, а 3-я концепция это когда я делаю презентацию непосредственно так, как я считаю нужным, как это могло бы выглядеть уже непосредственно с моей точки зрения, именно дизайнерской. И иной раз, на самом деле, заказчик говорит, да, вот это именно то, что я хотел. Видите, я даже не думал, что я хотела именно вот этого. А вот, может быть, в личном опыте у вас были такие моменты, когда заказчики, бизнесмены, они считали неважным, ненужным наличие логотипа и думали, итак, просто давайте название сделаем, и так мой бизнес пойдет в гору. Такое было. Буквально недавно он ко мне не приходил с заказом, я просто столкнулась непосредственно с такой ситуацией. То есть мне нужны были колья, колья для фасоли, просто длинные палки. Я не могла найти нигде их просто. Я знала, что где-то по трассе стоит некий мужчина, который вот делает эти колья.
То есть его нет ни в каких социальных сетях, ни в интернете, ни объявления, вообще его просто нет. Просто кто-то мне сказал, вот уже несколько человек, что он где-то стоит на трассе. То есть он сделал упор непосредственно на свой продукт. Но при этом его появление в инфополе просто его нулевое. То есть тем самым он показал свой дефицит своего продукта, что он вот там стоит. То есть ты можешь его поймать, а может быть ты его не поймаешь. При этом у него нету ни названия, ни логотипа тем более. То есть его зовут там Аркадий условно, и вот он торгует кольями. При этом к нему ездят условно вся Осетия и вот такая ситуация. То есть и такие случаи бывают? Да, такое бывает. Я думаю, что главный наш сегодня посыл – это то, что надо делать хороший брендинг, логотип, дизайн. У нас все должно быть прекрасно. А потом надо все это регистрировать. Ну, я хочу буквально насчет логотипа. То есть логотип, он... Вообще, если разные есть определения, вот логотип – это особым образом написано словесное обозначение, как одно из их определений. Разработать логотип на самом деле труднее, чем разработать этикетку. Она меньше, ну, там больше… И логотип может быть зарегистрирован. То есть логотип носит и дополнительную визуальную функцию распознавания, его тоже надо регистрировать. Значит, что, будем регистрировать наши логотипы? Делать дизайн. Кстати, я никогда не задумывалась о том, какой может быть логотип у моего бизнеса, но мне кажется, что теперь, Мария, я сразу же пойду к вам. Кстати, вот какой будет тренд? Могли бы вы, вот сейчас можем ли мы предсказать, что будет актуально в 2025 году? Ну, как я уже сказала, мне кажется, что будет акценты именно на какие-то именно фактурные, может быть, яркие, что-то такое, будет что-то интересное, мне кажется. То есть минимализм уйдет, мне кажется. Да? Да. Ну ладно. А вы хотели? Я не сказать, что я фанат минимализма, но иногда он мне нравится. Иногда слишком яркие логотипы меня как будто бы раздражают иногда. Ну, для каждого вида деятельности должен быть свой логотип, потому что один и тот же логотип, допустим, выдающийся, он не пойдет для, скажем, мебели, но пойдет для автомобилей. Это сложная работа. У нас просто в нашей фирме работали дизайнеры, я занимался тоже непосредственно, поэтому это сложная работа, и там много нюансов. Одно дело бриф, другое дело еще для чего ты это делаешь, третье нужно сделать обзор того, что есть на рынке, четвертое, как ты его, где ты его будешь, на каком носителе ты его будешь применять, или это в интернете, или это может быть только на портфеле, или еще где-то. Это там много нюансов в логотипе. Значит, будем долго сидеть и разрабатывать... И заполнять бриф. И заполнять бриф, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мне было интересно. Спасибо. И поделюсь еще одной новостью. Я думаю, она и вам, и нашим зрителям тоже понравится. Недавно стало известно, что Штырныхаш хочет запатентовать бренды осетинские пироги, осетинский сыр и осетинское пиво. Произошло это после того, как Высший совет Осетин попросил предпринимателя из Санкт-Петербурга убрать из меню его доставки позиций осетинский пирог со свининой и осетинский пирог с курицей. Вот такие дела. И увидимся через несколько секунд. В Совете Федерации прошли Дни Северной Осетии. Как отметил Сергей Миняйло, все запланированные мероприятия и встречи прошли с успехом. По всем вопросам нашли поддержку, нас услышали, нам дали ресурс для дальнейшей работы. И это ценно. Наша общая задача – сохранить и приумножить то, что досталось нам от предыдущих поколений, и передать нашим потомкам цветущую, богатую, красивую республику и страну в целом. А вчера в Совете Федерации открылась выставка, посвященная республике. Рассказали об истории, культуре и социально-экономическом развитии региона. Основное внимание уделили юбилейным датам, которые Осетия отмечает в этом году. Это 250-летие присоединения к России, 240-летие Владикавказа и 100-летие автономии региона. Вместе с главой Сергеем Миняйло выставку посетила Валентина Матвиенко. Гостей встречали в осетинских национальных костюмах. Глава республики рассказала о туристических
геополитической привлекательности Северной Осетии. Сегодня с нами в студии Вадим Тохсаров, активный участник и зритель всех юбилейных мероприятий. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер, Карина. Мы вас рады видеть и не терпится услышать из первых уст, как прошли эти дни, какие мероприятия вам запомнились больше всего и ваши впечатления. Ну, на самом деле, Карина, дни были интересные, насыщенные, динамичные и, отмечу, особо добрые. Добрые по отношению к нашей республике, к представителям нашей республики и отношению сенаторов, руководства Совета Федерации к нашей республике. Это очень важно было и очень подкупило. Вы сказали о выставке, которая вчера открылась. Ну, подкорректирую немного, она открылась еще в понедельник. Просто вчера была основная, скажем так, активность на нашей выставке. Кстати, выставку тоже отметили. Она не была, скажем так, вот какой-то, в общем-то, чем-то напыщена. Она была таких хороших, таких максимум информации. Той самой информации, которая, в общем-то, нужна для сегодняшнего представления, которое нужно сформировать для себя о сегодняшней Осетии. Это в том числе, опять же, мы каждый раз возвращаемся к этому самому фактору, одному из развития факторов, главенствующих факторов развития социального и экономического развития республики, это туризм. И, в общем-то, выставка – это как небольшой буклетик, чем сейчас может быть интересно республике. Это и народные промыслы, это и обязательно наши олимпийские достижения. Для меня, как человек, которому близка аграрная культура, это, конечно же, как бы наша продукция, бренд, который сделан в Осетии, который, в общем-то, уже все, даже Валентина Ивановна Матвиенко отметила то, что, в общем-то, Осетия – это вкусно. Вот так вот. И, соответственно, тоже, в общем-то, были те же яблоки выставленные наши, в общем-то, фрукты, и тут же мед, и колбасные, сырные изделия. Это, говорю об этом потому, что к ним было приковано такое особое такое внимание. Вот, тех людей, которые посещали выставку. Да, они, наверное, уже даже в Москве все понимают, что в Осетии они всегда... подходили и спрашивали, где, как это можно заполучить, заказать, приобрести, наверное, да? в общем-то. Мы сейчас продолжим с вами беседу. Я предлагаю посмотреть комментарии, и мы вернемся в студию. Когда вы обратились с просьбой провести дни Северной Осетии Алании на сайте Федерации, мы сразу поддержали, потому что год особенный для республики, 3 таких знаковых юбилея. И это хорошая возможность для республики показать, что сделано, в то же время поделиться проблемами и получить ту федеральную поддержку, которая необходима, как вы правильно сказали, по неотложным, приоритетным вопросам жизни республики. И это хорошая возможность для региональной команды пройти через комитеты, послушать сенаторов, услышать опыт других регионов. Мне кажется, для них это такой хороший экзамен, с одной стороны, а с другой стороны, такая рабочая школа для региональной команды, от которой, собственно, много зависит в развитии региона. Я внимательно познакомилась с результатами экономического и социального развития под вашим руководством, уважаемый Сергей Иванович. Действительно, хорошая позитивная динамика, хорошие темпы роста промышленного производства. В целом стабильная общественно-политическая ситуация. Это говорит о настроении людей. Конечно, проблем везде много и трудностей, но люди видят, что власти занимаются, власти решают. И я вас прошу еще раз внимательно посмотреть проект постановления, который подготовлен. Если нужно что-то дополнительно, по вашему мнению, учесть после обсуждения, мы готовы это сделать. И задача сенаторов от Северной Осетии Алании, и комитета, и моя, сделать все, чтобы постановление было, безусловно, выполнено. Вадим, важный момент. Что все эти мероприятия могут дать нам? Давайте такой прогноз небольшой. Безусловно, это, знаете, как Карина особо для себя отметил, что не было формализма, не было какого-то поверхностного подхода у сенаторов. Они проявили достаточно, в общем-то, познания, изучили тему, были, что называется, в курсе рассматриваемых вопросов. Это потом еще, в общем-то, более так подробно об этом рассказал мне наш сенатор Таймур Азамбекович Мамсуров, то, что очень серьезно подготовились его коллеги. И, собственно, даже на примере того заседания социального комитета, где у нас, где наша республика не то чтобы отстаивала, а просила
у сенаторов поддержки в ряде вопросов. Это строительство социальных объектов, объектов здравоохранения. И вот на чем я обратил внимание, когда речь зашла о строительстве нового родильного отделения в Моздокской ЦРБ, в общем-то, об этом еще речь шла с 2017 года, и вот Минздрав нам обещает, что это будет в 2027 году начнется строительство. И вот как раз-таки сенаторы обратили внимание. Получается, вы 10 лет, вот на эту десятилетку растянули, и, в общем-то, была достаточно жесткая критика у сенаторов в том, что, как бы, ребята, может быть, все-таки вы ускорите, поскольку, в общем-то, они уже знали, что Моздокский район – это, в общем-то, насыщенный, где демография очень на хорошем счету, и, собственно, главный такой момент, что в нем бывают роженицы, которые, в общем-то, из соседних регионов, это из Ставрополя, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечня, приграничных, скажем так, населенных пунктов, которые едут в Моздокский район. Вот так вот как раз-таки сенаторы отстаивали наши позиции, и, собственно, что это даст, как бы, все те объекты, с которыми приехала республика, все те предложения, просьбы, скажем так, они нашли поддержку у сенаторов, и причем, как сказал Таймураз Мамсуров, это не та история была, когда вот мы вас любим, дорогие наши остины, и поэтому мы вас будем поддерживать. Нет, они все-таки это изучили, они, в общем-то, детально глубоко погрузились в эту проблематику, и в дальнейшем, как мне показалось, они намерены отстаивать эти наши позиции, когда, в общем-то, решения, которые будут закреплены в постановлении Совета Федерации, они будут, в общем-то, в дальнейшем, когда вопросы будут решаться уже на уровне отраслевых федеральных министерств, они их будут где-то лоббировать наши интересы, отстаивать и, в общем-то, держать, что называется, на контроле. Значит, республика будет развиваться? Ну, мы и так видим, что республика развивается в социальной сфере. В общем-то, опять же, было отмечено, ведь в Совете Федерации никогда прежде в республике не было такой масштабной стройки социальных объектов. Это в настоящее время, это, конечно, объекты образования. Дай бог памяти, если, в общем, была озвучена цифра, то ли 30, то ли 50, ну, опять же, это не факт, то есть значительная цифра детей, которые занимаются, имеют возможность посещать уже обновленные, новые, капитально отремонтированные или возведенные объекты образования. То есть тот случай, когда мы приехали, что называется, ну, собственно, дни регионов в Совете Федерации бывают, это, ну, скажем так, примерно раз в 2 месяца, в течение года около 7. Но вот наш регион подготовился, была проведена большая работа. Если помните, может быть, месяца 2 назад, но это было летом, приезжала сюда делегация Совета Федерации, опять же, посетили, в общем-то, все те объекты, и манежи, и ряд других объектов, которые в том числе и строительство, в общем-то, при онкодиспансере нового терапевтического отделения. Ну, в общем-то, где, в общем-то, они уже знали, о чем будут разговаривать, они уже готовились к нашей информации, и есть надежда, что эти, в общем-то, те самые объекты, о строительстве, о поддержке которых просят республиканские власти, на федеральном уровне будут, в общем-то, в отстаивании этих объектов, продвижении, реализации этих проектов у нас будут, в общем-то, такие хорошие, надежные союзники, как член Совета Федерации. Вадим, тут остается только сказать, что мы будем следить за развитием всех остальных событий. Еще не раз будем говорить об этом в нашей студии. Вас сегодня хотим поблагодарить, что вы к нам пришли и рассказали. Спасибо вам большое. Спасибо. И да, мы уверены, что республика будет процветать и дальше. И стоит отметить, что Дни Северной Осетии в Совете Федерации завершились, но юбилейные даты в столице только начали отмечать. Запланирована целая серия масштабных мероприятий. На московских площадках выступят музыкальные и танцевальные коллективы. На сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова представят спектакли «Газдановой» и «Женщины Есенина». А на ВДНХ развернут фестиваль осетинских
ялтинских пирогов. А сейчас реклама на телеканале. Оставайтесь с нами. Реклама прошла быстро, и мы снова с вами. Рубрика «Новости Северного Кавказа». В Чечне запустили первую в стране солнечную электростанцию с системой слежения за солнцем. Она расположена на площади 18 гектаров и оснащена солнечными модулями. Впечатляет и объем инвестиций более 1 миллиарда рублей. Экологично, я бы сказала. А в Кабардино-Балкарии Аслан Габоев отпраздновал в этом году 104-й день рождения и установил мировой рекорд, поднявшись в небо на метапараплане. Мужчина совершил полет вместе с двукратным чемпионом мира по мотопарапламерному спорту Игорем Потапкиным. В течение 20 минут они летали на высоте около 2000 метров. Но это еще не все высоты. Альпинистка Алина Пекова стала первой россиянкой, кто зашел на все 14 восьмитысячников. За всю историю это удалось сделать только 42 людям, среди которых только 3 женщины. На исполнение мечты 31-летняя россиянка потратила всего 1,5 года. Последней вершиной в списке стала Шашабангма в Гималаях. Сейчас Алина спускается с нее. Поздравляем Алину. Знаете, у меня, кстати, тоже есть знакомый, который увлекается восхождениями. Он и меня приглашал покорить невысокую гору, но я пока что-то сомневаюсь. А впрочем, представьте, насколько это нелегко. Ни тебе Wi-Fi, ни мягкой кровати, ни горячей воды. Только ты, твой рюкзак и палатка. А если повезет, то дом на колесах. Это, кстати, называется дикий туризм. Я лично за это лето наблюдала много путешественников на мотоциклах, которые то в сторону Феогдона ехали, то в Цейское ущелье. И, может, дикий туризм пока не столь популярен, но многим интересно изучать планету именно таким образом, без турагентов, гидов или сопровождающих. Просто самим отправиться в новое место и искать приключения. Тем более сейчас, осенью, когда природа так и манит. И мы задумались, а что самое главное надо знать, если вдруг мы завтра решим стать самостоятельными путешественниками. И нам в этом вопросе сегодня поможет наш спикер. С нами в студии Алан Кудухов, инструктор-проводник и гид-экскурсовод. Алан, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вы сами увлекаетесь диким туризмом? Когда-нибудь пытались? Ну, это было начало моего пути, по сути, да. Вы сами прям могли взять рюкзак маленький и отправиться куда-нибудь? Ну, история так у меня и началась. Я начал ходить в походы, и не всегда удавалось ходить в походы с группой, поэтому иногда мы сами с друзьями так выбирались, да. В целом так оно и было. Вам не страшно было тогда? Нет, ну, конечно, иногда бывало страшно. Ну, страшно тоже, смотря чего ты боишься. Основной страх был, да, вот на самом деле основной страх был всегда встретить медведя в горах, и, слава богу, за 10 лет я его ни разу не встретил. Угу. А где вы уже были, если не секрет? Я думал, нам эфира может не хватить очень много. По Осетии много где я был, практически по всей Осетии. А если не Осетию брать? Если не Осетию, и в Чечне, в Дагестане, в КБР, в КЧР. То есть, ну, по Северному Кавказу практически по всем республикам. В Адыгее в том числе. Все, значит, это я убедилась. Мы убедились, что с вами смело можно отправляться в любой поход. Наверное. Да, я уверена, да. Скажите, а как-то вы выбираете места, в которые поедете в следующий раз? Может, у вас есть целый список мест, которые обязательно надо посетить? Ну, конечно, я думаю, у каждого путешественника список этот имеется, и у всех есть какие-то планы, куда бы там в течение сезона хотел бы я попасть, например. Естественно, список есть. К сожалению, не всегда удается этот список там галочки добавлять. Везде, да? Какие-то, да. Потому что не всегда и погода благоприятствует этому, время. Ну, так, конечно, есть. Хорошо. Что самое главное надо знать тем, кто хочет заниматься или завтра вдруг начать заняться этим видом туризма? Вот я, например. Что надо знать, да? Да. Ну, во-первых, надо понимать, что у тебя действительно не будет Wi-Fi, у тебя не будет дивана, телевизора, у тебя будет каремат, спальный мешок, палатка, если мы говорим о многодневных походах, и не будет воды горячей. Допустим, 5 дней возьмем. Да.
Вот за 5 дней можно же там, условно, куда-то ехать, чтобы не супер далеко, но и чтобы увидеть местность? Можно, изучить? конечно, да. За эти 5 дней ты можешь познать жизнь. Пусть будет во Карачаево-Черкесия. Да, ну, без разницы, где бы ты ни был, там, в любой части там, Северного Кавказа. Да, этих 5 дней, конечно, хватит тебе для того, чтобы прочувствовать жизнь походника, туриста, дикого, как ты говоришь, и ощутить все тяготы этого тоже можно. Но на самом деле это не так все страшно, как кажется. Самое частое бывает, там, девочки особенно там, ой, не, как мы пойдем туда, там, горячей воды нету, как мы будем там умываться, там, и так далее. Это важно. Это важно, да, но когда ты оказываешься в 5-дневном походе, через 2 дня это становится не так важно. Люди вот этот вот акклиматизационный, так я его называю, период 2 дней проходят, и все, потом все становится на свои места. Там есть речка, есть родник, пошел, умылся, там все, что надо, сделал, и снова в строю идешь дальше. Угу. А скажите, что у вас всегда бывает в рюкзаке, когда вы собираетесь в такие путешествия? Ну, перво-наперво обязательно это аптечка первой медицинской помощи. А там дальше уже все в зависимости от того, сколькидневный, если это там многодневный или однодневный. А турка для кофе должна быть в рюкзаке? Турка, ну, для особых почитателей кофе, да, они иногда могут не полениться, носить с собой турку, кофе и так далее. Ну, на самом деле, да, это не так сложно. Но обязательно, конечно, комплект вещей сменных, предметы личной гигиены. Но я точно знаю, что вот когда я соберусь, я точно возьму кофе и турку. А сейчас я вам предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть сюжет, который для нас подготовила наш корреспондент. Посмотрим, потом вернемся в студию. Олег Николаевич, можете, пожалуйста, рассказать, какие обычно бывают рюкзаки, точнее, что обычно находится в рюкзаках путешественников, тех людей, которые обычно идут в походы? Ну, рюкзак, который мы с собой берем, в горы, в лес, неважно, отвечать должен несколько пунктов. То есть он должен быть вместительный на этот период, раз, удобный, ну и как бы удобный на спине, удобный для переноски. Если мы выходим на 1 день, ну, допустим, вот рюкзак однодневка, 22 литра. Обычный стандартный рюкзак однодневка. 22 литра, нормально. Здесь все самое необходимое, да? Ну, вот на 1 день я, неважно, я по работе еду или там на занятия по альпинизму на скалы, или я еду просто отдохнуть, ну, если не за грибами, то мне хватает. Угу. Нормальные лямки, есть поясной ремень, вот он, чтобы, ну, при ходьбе рюкзак не мотало. Что входит в рюкзак? Я предлагаю вот наглядно посмотреть, что входит в ваш я рюкзак. Накидал, как бы, да. Ну, стандартный, нестандартный комплект, но вот для этого времени года пойдет. Всегда мы берем вот такой большой крупный мусорный пакет, плотный. Небольшой перекус такой. Потом я вас угощу. Спасибо. Человеку на день хватит, даже на 2 дня там перехватить. Это вот бандана. Всегда надо голову от солнца прикрывать. Ну что, бавка, чтобы закрыть голову. Да. Труба. Всегда ношу с собой средства от клещей. Наносится от клещей, от комаров, просто на одежду пшикаешь и все. Это у меня маленький ремноборщик. Тут кусачки, ниточка, шнурочки и прочее. Ну, для мелких вещей что-то подвязать, что-то сделать. Пока все очень интересно. Вот сейчас в межсезонье я беру с собой жилет. Да, это чтобы, если что, утеплиться. Обязательно с собой даже летом иметь куртку-ветровку, ну, ветрозащитная куртка. Поехали дальше. Сейчас холодно, может быть, замерзли, остались в лесу. Шапочку. Если мы идем выше 2000 метров, рекомендуются очки. Да и если хорошая солнечная погода, обязательно всегда везде мы берем с собой фонарик. Так, с обязательных вещей ножик. Ним можно ветку срубить, можно там на костер, можно открыть консерву, не жалко. Все самое необходимое. Значит, ну, желательно иметь с собой навигатор. Если мы уходим туда, где не работает связь нормально. Питье. Ну, человек, когда идет, он испаряет много влаги. Воду я не пью, я ношу с собой чай. Нет, спасибо. Пока не хочу, потом с конфетками.
минимальная аптечка. Еще очень нужная вещь в горах, в походе, это вот очень универсальная вещь. Что-то привязать, порвался ботинок, простые перчатки. То есть если там до 0 градусов, что-то там деревяшки потащить, переправу камни потаскать. Идешь по тропе, можешь поскользнуться, проехал, у меня было, что сдирается ладошка. Значит, перчатки это обязательно. Обязательно. К нужным вещам плащ. С собой часто ношу кусок крепшнура. Это веревка, которая выдерживает 400-500 килограмм на разрыв. Где-то можешь приспуститься, завязаться, где-то что-то взять, потянуть. Это вот такая газовая горелка. Маленький баллон. Можно взять меньше 100-граммовый. Угу. Но вот этого баллона на группу 4-5 человек несколько раз сварить чай. Будет достаточно? Да, будет достаточно. Для того, чтобы там нагреть воду или что-то, я беру с собой металлическую кружку. Спасибо большое, что показали, что находится в вашем рюкзаке. В рюкзаке... Это секретная информация для вас. Вот, с нами поделились секретной информацией, что находится в рюкзаке для походов. Я считаю, это очень ценный контент у нас. Знаете, я считаю, что наши сюжеты – это отдельная кладезь знаний, а Илине отдельное спасибо. Алан, скажите, что вы с собой чаще всего берете и не берете? Вот прям список давайте составим. На самом деле, вот после рассказа Олега Рыжанова там что-то добавить, убавить очень сложно. То есть в целом вот все то, что было? Да, он настолько все вот прям четко разложил. Но единственное, что если это бывает там какой-то там, допустим, поход выходного дня, конечно, там бывает не лень, когда подтащить, можешь забрать с собой фотоаппарат. Да, сидушку обязательно я добавляю туда, для того, чтобы ты мог удобно расположиться, сесть там и так далее. А когда совсем не поленюсь, то можно забрать целиком каремат, и уже там 3-4 человека может сесть на него и ни на ветке, ни на землю голову. А вот такой момент, вот походная еда, какая она? Просто в сюжете у нас конфеты были. На самом деле многие используют, да, вот такой вид перекусов. То есть он питательный, занимает мало места, ты его раз съел, все, голод, главное, утолил, энергия у тебя появилась, и ты продолжаешь дальше свой маршрут. Но тут уже, конечно, все зависит от кулинарных способностей, да, и любви там вкусно поесть или невкусно поесть определенных людей, да. А так, самое главное, чтобы это были не скоропортящиеся продукты, чтобы они не испортились в пути и, не дай бог, не отравиться на длительном маршруте. Это, конечно, наверное, максимально неприятная вещь будет. Я думаю, что зимой, может быть, такой проблемы не будет. Все равно же мы по холоду ходим. В целом, да, зимой, да. Летом, конечно, этот вопрос бывает актуален. Да. Скажите, а если говорить про физическую подготовку, насколько надо быть готовыми? Может, надо сначала месяца 2 спортом позаниматься и только потом отправиться в поход? Тут на самом деле все опять же зависит от того, куда ты идешь, какие цели ты преследуешь. Ты там наборы высоты будут у тебя там, допустим, по 1000 метров, 1500 метров, или, может, ты просто по полям, по лугам будешь ходить. Но, конечно же, желательно, да, подготовку какую-то иметь. Если ты готовишься в какой-нибудь там сложный, длительный поход, месяцок перед этим я бы посоветовал погулять по дендрарию по вечерам, хотя бы 2-3 километра прошелся. И, конечно, это недостаточная нагрузка, но это лучше, чем ничего. Наверное, все-таки тяжелые веса в зале не надо поднимать, не настолько все плохо. Нет, это, да, на самом деле часто даже бывает так, что ребята, которые постоянно занимаются спортом именно там в тренажерных залах, им бывает максимально тяжело идти в походе. То есть это совершенно другие нагрузки, совершенно другие группы мышц, и поэтому профессиональные даже спортсмены, так скажем, они могут не пройти столько, сколько человек вообще не профессионал, но он ходит постоянно в горы, и он будет, конечно, лидером в этом. Вот смотря фильмы про приключения, может показаться, что супергерои, они могут идти в походы с ночевкой и так далее. А вот навыки, какие могут пригодиться на самом деле? Может, ловить рыбу, я не знаю, разводить костер, завалить медведя?
Ну, если мы там будем говорить о местности, там, допустим, Алтайский край, да, там, конечно, навык ловли рыбы пригодится. У нас, в принципе, тоже можно ловить форель, но у нас все-таки пространство не позволяет делать такие длительные переходы, что ты там на неделю уйдешь, если не говорим там о восхождении на Казбек, например, но что ты будешь там по лесам, по полям в течение недели ходить и не встречать просто людей. А вы поднимались? Нет, пока, к сожалению, но у вас нет. В планах, наверное. Да, Бог, да, обязательно. Вот. А так, конечно, навыки, ну, вот так просто человек с нуля, когда он абсолютно не знаком с этой темой и выйдет сам вот так в одного в поход, конечно, его могут поджидать множество сюрпризов. Ну, как минимум, для начала надо уметь развести костер, нужно уметь приготовить себе еду, нужно уметь поставить себе палатку и выбрать под нее грамотно место. Вот. Поэтому, я считаю, достаточно много навыков нужно. Мне кажется, да. И теоретически, я думаю, этому всему нельзя обучиться. А если говорить про компанию, как лучше наверняка, да, ходить с кем-то, группой? Ну, тут или тоже, одному тоже можно? Тут на самом деле тоже все зависит от предпочтений человека, но одному все-таки я никогда не рекомендую по технике безопасности. Одному все-таки выходить в горы, особенно если это высокогорье, то это крайне не приветствуется, потому что даже элементарная какая-нибудь небольшая проблема для одного человека будет непосильна, а для двоих она будет легко как бы решаема, да. Поэтому в одного, конечно, нежелательно и не стоит. Есть у меня друзья, которые любят так, и я постоянно говорю, зачем не надо, зачем эти риски, для кого. Ну, у человека есть такое желание, ты ничего с этим не поделаешь. Но лучше, конечно, группой. А вот вашим друзьям не скучно бывает, когда они в одного могут пойти? А я думаю, они наоборот уходят от всех для того, чтобы отдохнуть и как-то, да, природой напитаться. Поэтому я думаю, не скучно. Хорошо, а как можно спланировать свой маршрут? То есть, допустим, если я сяду сегодня вечером писать маршрут, там вот сначала я поеду сюда, а потом заверну через Нальчик, поеду в Карачаево-Черкесию, там поднимусь вот сюда. Как это лучше сделать грамотнее, так, чтобы минимизировать все риски? Ну, сейчас, конечно, это... Допустим, я на велосипеде. Я прошу прощения, что я вас перебила. Допустим, я на велосипеде. Сейчас в мире современных технологий, конечно, проблем в этом не будет. То есть ты спокойно открываешь интернет, просто забиваешь там маршрут оттуда до туда и смотришь. И я больше чем уверен, найдется как минимум 2-3 путешественника, которые преодолели этот маршрут, и они, бывает, что выкладывают там как, где они были, где они остановились. Но даже если этого нет, то нужно, конечно, все-таки, если это такой не хаотичный какой-то такой поход, что вот так наобум все там, поехали вот прямо сейчас, лучше, конечно, продумать все свои точки остановок. Если ты на машине, там, где ты будешь заправляться, где ты перекусишь, где ты потом оставишь машину, и как ты дальше будешь идти. И, то есть весь маршрут твой должен быть прописан. Вот. Если ты уходишь уже даже куда-то там в высокогорье, то более того, твой маршрут обязан быть прописан для того, чтобы ты его зарегистрировала в МЧС, и чтобы они, да, знали и имели в виду, что так вот у нас группа вышла отсюда до туда, должны вернуться тогда-то, и они должны проконтролировать твой приход. Поэтому нужно, конечно, детально к своему плану похода и поездки подходить. Хорошо. Вот я сказала, что, допустим, я на велосипеде отправилась куда-то в поход, и у меня, естественно, моя спина, мой рюкзак, максимум я что-нибудь еще с собой могу где-нибудь закрепить на своем транспорте. Какое, возможно, оборудование с собой надо брать, если мы не учитываем одежду, палатку саму, еду, что еще? Мне в голову пришли только пауэрбанки для телефона. Хотя зачем он мне? Ну, на самом деле сейчас есть проще. Но тут опять же от погоды пауэрбанк может у тебя разрядиться, а солнечная панель у тебя будет всегда. Но, записываю. Но в зависимости, конечно, от погоды. Хотя в дождь вряд ли ты захочешь ехать на велосипеде в поход. Ну, а если меня там если он тебя застанет, то да, это будет неудобно. А так, еду ту же самую тебе надо на чем-то приготовить, разогреть. Тебе нужно будет обязательно взять горелку, на которой ты будешь готовить. Ну, естественно, медикаменты,
какие-то взять, да, такие хотя бы элементарные какие-то наборы. Все эти наборы бывают прописаны. Перечислять их, я думаю, нет смысла. Ну, а так, конечно, комфортная, удобная одежда для того, чтобы твой досуг и твое путешествие никак не вот какими-то мелочами, неудобные штаны и все. И весь твой поход идет на смарку, ты идешь, или обувь неудобная, и ты идешь только об этом и думаешь. Да, что у тебя дискомфорт и одно желание, Господи, когда это закончится, вернуться бы домой и снять эти ботинки неудобные. Вы чуть ранее уже сказали про то, что важно знать, где раскладывать свою палатку. Может быть, есть какие-то правила, чтобы, ну, допустим, все-таки, чтобы мы немного сегодня научились? Ну, на самом деле вопрос такой очень серьезный. Место выбора под ночную свою остановку, стоянку, да, и к выбору бивака надо подходить очень так вот прям грамотно. Если человек не подготовленный, то лучше, конечно, обратиться там за помощью, консультацией кому-то, узнать, где в этих местах, где безопасно, где можно там разместиться. Но нужно очень большое количество факторов учитывать. Во-первых, реки, которые из маленькой речушки, как мы знаем, по трагедиям, которые у нас в республике происходили, превращаются в полноводные реки, сносят все на своем пути. Камнепады. Такие низменности, когда люди иногда там, вроде такая ровная полянка, красивая, цветочки, а она в такой ложбине находится, и ночью дождик начинается, а всю эту поляну затапливает, и ты плаваешь в ней. На звериных тропах желательно, ну, их видно бывает на самом деле, то есть ты понимаешь, вроде тропа, но ты понимаешь, что здесь человек не ходит каждый день, не гуляет, наверняка это тропа звериная. На их пути не ставить свои палатки. Ну, то есть много факторов. Самое главное, надо понимать, что нужно максимально безопасно расположиться, чтобы избежать каких-то, не дай бог, вот, проблем ночью. И, наверное, все-таки вот я вас слушаю, одной уже расхотелось куда-то ехать, даже на велосипеде, и на машине тоже не хочу одна ехать, все-таки нужна группа. И, ну, на самом деле, самое комфортное время, но ты идешь с группой, тебе есть с кем поговорить, обсудить что-то, да, посмеяться, пошутить. Конечно, это веселее, интереснее. Ну да, действительно, иногда человеку нужно бывает, хочется одному побыть человеку, но я все равно никак не рекомендую делать это одному, тем более уходить куда-то далеко, потому что я всегда так говорю и своим друзьям, и коллегам, что безопасность – это номер один. Если это небезопасно, надо развернуться и уйти. И домой возвращаться. Да, лучше так. Благодарим вас за беседу. Я сегодня узнала очень многого. И да, захотелось по-настоящему подготовиться к такому путешествию. Спасибо большое. Спасибо вам. О диком туризме мы поговорили, а теперь время цифр и фактов. Может быть, до горнолыжного сезона еще и есть время, но уже надо задуматься о выборе направлений. А чтобы облегчить вам задачу, мы решили обратиться к статистике. Итак, что сейчас выбирают на юге? Топ-направления открывают Краснодарский край и Ставропольский край, Ростовская область и Республика Дагестан. Да, Дагестан в этом году покорил много сердец. Обычно в Краснодарском крае предпочитают бронировать жилье за 150 дней и за 170 дней на Северном Кавказе. Разница в 20 дней, я думаю, она существенная. На Кавказе все-таки она рвется больше всего. Разница цен тоже существенная. За год стоимость бронирования в Ростовской области выросла на 15%. И если вы думаете, что это много, то вот вам другие данные, среди которых есть и Северная Осетия, где разница составила 22%. Кабардино-Балкария, где в прошлом году средний чек за ночь был 4700 рублей, а в этом году уже 5500.
Ну, хорошо. А что там по продолжительности? Я думаю, что у нас бронируют... Раньше думала, что у нас бронируют на неделю, ну или хотя бы дней на 5, но нет, оказалось, это 2-3 дня. И удивительно, но в Северной Осетии задерживались всего на 2 ночи. Думаю, это потому, что туристы были то во Владикавказе, то в Феогдоне. Почти дикий туризм получается. И завершающие самыми популярными направлениями среди россиян стали Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. Оттуда, видимо, начинался маршрут всех туристов. Кому Эмираты и Мальдивы, а кому вершины Северного Кавказа, кухня Осетии, традиции Дагестана и свежий воздух в горах Кабардино-Балкарии. Путешествуйте правильно и помните, мы всегда вам рады. А еще пишите в комментариях, куда бы вы отправились или куда вы собираетесь отправиться в этом году. Мы будем читать. А сейчас реклама на телеканале Осетия Руштон. Не переключайтесь. Реклама прошла быстро, а мы тут как тут. В Москве у школьника в руках взорвался вейп, когда тот вытащил его с зарядки. У мальчика ожоги рук, лица и кровоподтеки. Печальная история. А еще я недавно прочитала, что в России хотят запретить продавать табак и вейпы всем рожденным после 2009 года. Законопроект уже внесли в Госдуму. По мнению депутатов, это поможет вырастить поколение некурящих. Если каждый, кому исполнилось 15 лет, никогда не притронется к сигарете, то через 10 лет Россия станет первой страной мира, свободной от никотина, считают авторы. Согласно результатам исследования в ЦИОМ, табачную продукцию потребляют 3 из 10 опрошенных россиян, то есть 31%. Речь идет о тех, кто предпочитает не только обычные сигареты, но и нагреваемый табак, то есть стики или электронные системы доставки никотина. Так ли безвредны вейпы? Сегодня разбираемся с гостем в нашей студии. Сегодня с нами Анжелика Каимова, врач-терапевт, заведующая отделением медицинской профилактики. Анжелика, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с мотивов курения. Почему люди, в принципе, начинают курить? В принципе, люди начинают курить по разным причинам. В зависимости от возраста может быть больше. Молодежь сейчас в основном это идет мода. Это они смотрят друг на друга, сверстники. Они считают, что они, куря сигарету, куря тот же вейп, более крутые, более взрослые. То есть они в своих глазах как бы самоутверждаются, так скажем. А более постарше люди, часто это пытаются снять свою раздражительность, пытаются как-то успокоиться, куря сигарету, либо просто когда скучно. Такое тоже бывает. Хорошо. Это мы сейчас говорили, мы уже обозначили про сигареты обычные. А если мы говорим про вейпы, одноразки, я как-то слышала, что просто потому что там отсутствие запаха, и вот поэтому их и предпочитают, а еще, возможно, есть какие-то причины? Отсутствие запаха в основном бывает вот те же самые подростки, как бы, чтобы мама дома не учуяла запах сигареты, они любят вейпы, вот это все. Также они считают, что это более мягкий способ. То есть я же не курю, я парю, там нет каких-то токсичных веществ. Это так они считают. На самом деле это абсолютно не так. Да. Вот. В основном вот эта причина. А если мы говорим вы про это немного сказали, но про взрослых, которые отказываются от сигарет и переходят тоже на одноразки и на вейпы. Они пытаются бросить курить, большинство этим способом. Думая, что я откажусь от сигарет, я попарю какое-то время в вейп, то есть он менее вреден, и тем самым перестану курить. Пытаются бросить. Хотя потом подсаживаются на тот же самый вейп и курят его. Разницы. То есть это так не работает? Не работает абсолютно. Потому что там в основном во многих смесях содержится никотин. Тот же самый никотин. Просто он доставляется другим способом. Не дымом, не куришь ты, а паришь. В паре тот же самый никотин. Разница какая? Видимо, никакой. Ну да. Вот все-таки о влиянии еще на здоровье, я думаю, это ни для кого не секрет, что курить это плохо. Но все же давайте обозначим, как сказывается на здоровье курение обычных сигарет
отдельно вейпов и одноразок? Есть ли какая-то разница? Разницы практически никакой нет. То есть то же самое воздействие токсичных веществ, там выделяются они с дымом, здесь с паром. Вот эта смесь от вейпов, нагреваясь, выделяет эти токсины. Токсины попадают также в кровоток через слизистые и так далее. Это воспаление слизистых, далее попадает в кровоток и идет нарушение в бронхолегочной системе, сердечно-сосудистой системе, печень наша страдает. Мы теряем молодость, то есть кожа, ногти, волосы, вся система абсолютно, вне зависимости, куришь ты или паришь. У меня есть небольшие еще статистические данные, я хочу ими с вами и с нашими зрителями поделиться. Мнение опрошенных потребителей обычных сигарет о воздействии курения на собственное здоровье, оно разделилось. То есть 47% ответили, что скорее сталкивались с ухудшением самочувствия из-за вредной привычки, и 46% ответили, что скорее не сталкивались. Затруднились оценить влияние курения сигарет на свое здоровье еще 7%. Сомнительные данные, но все-таки, наверное, да, так оно и есть. Давайте подробнее еще тогда поговорим про одноразки и вейпы, которые парят очень много молодых людей, а иногда еще и дети. Не будем скрывать, такое есть такая тенденция. Конечно, да. Если не у нас в Осетии, то в Москве и по всей России уж точно. Чем это чревато в будущем? Если условно старшее поколение, оно начинало курить, когда им было 30, может быть 40 лет, может быть даже 50, то сейчас это уже там ситуация иная. Вот мы постоянно говорим, что болезни молодеют. Они молодеют по каким причинам? Вот это одна из причин. Потому что курить мы начинаем раньше, пить мы начинаем раньше. Вот вся эта жизнь, так скажем, у детей, у подростков, они, смотря друг на друга, считают, что это круто, это весело. Вот я чуть-чуть это попарю, покурю, и все. И пройдет как бы... Не увлекусь, меня это не завлечет туда. Но на самом деле это очень ошибочно, потому что возникает привычка, привыкание, и уже потом это зависимость. То есть с этим бороться очень трудно. Поэтому оттуда и молодеют и заболевания все. Да, еще раз обозначим для наших зрителей, что курить в любом возрасте – это вредно, неважно, сколько вам лет. Наверняка нас сейчас смотрят и родители, которые очень переживают за своих детей. Может, они знают, что их дети курят, а может, они не знают, а может, их дети не курят, и это прекрасно. Какой совет вы бы им дали? Что делать, если ребенок курит? Можно ли как-то воздействовать как-нибудь? Ну, воздействовать, каждый родитель знает подход к своему ребенку, правильно? То есть воздействовать кнутом не получится. Тут нужно разговаривать, нужно, может быть, показывать какие-то материалы, чтобы ребенок наглядно видел, к чему это приводит. То есть резко запретить, сказать, нет, вот не будешь и все, это наоборот запретный плод сладок, и наоборот дети тянутся к этому еще больше. И подавать, наверное, пример самому, ставить пример, может быть, каких-то спортсменов, завлечь ребенка, увлечь ребенка с чем-то, допустим, спортом тем же самым, и показывать самому пример. Когда вы сказали, что показывать, чем это чревато, то есть вы имеете в виду, наверное, какие-то документальные фильмы, работы? Видеоматериалы какие-то, да, медицинские какие-то сайты, картинки, ну, все сейчас есть в доступе в интернете, то есть открыть, посмотреть, показать, рассказать. Хорошо, а что делать, если человек хочет бросить, осознанно хочет бросить курить? У него это не получается, то есть как в этой ситуации? Ну, я думаю, курение — это зависимость. То есть от зависимости вот так, что вот все, я сегодня бросил и все. Это часто вызывает как синдром отмены. То есть ты потом через какое-то время тебе еще сильнее хочется. Это как на диете сидишь, вот сидишь, и в какой-то момент ты срываешься. Это то же самое. То есть я думаю, что если постепенно ты куришь 10 сигарет в день, снизь до 8. И не так, что сегодня 8, завтра 6, послезавтра нет. 8 сколько-то дней, потом 6 сигарет. Вот постепенно, чтобы не было вот такого резкого синдрома отмены. Ну, часто помогает.
И со временем, возможно, даже Да, и то есть тебе вот завтра ты покурил 8, послезавтра опять 8, на третий день 8, и тебе 8 уже нормально, да? На следующий день еще 2 минус, 6, допустим. Сколько-то дней эти 6. Нормально, потом еще. Вот так постепенно, уменьшая дозировку. Вот вы несколько раз сказали про то, что это зависимость. Да, это зависимость. И мне кажется, что это еще такой момент, что как-то прочитала цитату о том, что это просто привычка для людей, что они становятся психологически зависимы от курения. И что, как бы, я не врач, но я сомневаюсь, что покурить для здоровья, для хорошего здоровья, это жизненно необходимо. То есть это совсем не так. То есть это привычка? Это привычка. Это привычка. Вот как кофеман, он пьет кофе постоянно. Да. Это же привычка. Да. То есть также попробуйте несколько дней не пить кофе. Сначала будет ломка, будет хотеться. Через несколько дней, через неделю будет даже такое, что вы будете плохо себя чувствовать. Это то же самое. Это привычка. Вредная привычка. Ну, с такой привычкой я готова жить, да, от кофе никогда не откажусь. Да. А сигареты — это же вредно. Это же вредно для здоровья в первую очередь. А если вот ваш профессиональный опыт, были ли у вас случаи, когда вы работали с пациентами, они курили много, плохо, и случалось такое в один день, что они переставали курить? Ну, не в один день, а вот вы с ними работали, и бывает удачный такое, результат. да. Когда осознанно пациент подходит к этому, вот, что я хочу бросить, я не хочу больше курить. Постепенно уменьшая дозу, заменяя сигарету чем-либо. Обычно как? Сигарету, вот пошел там на балконе, постоял, покурил. Или кофе пью, с кофе надо сигаретку выпить. Обычно же это вот так происходит. То есть замена чем-нибудь, заменить сигарету семечками, конфетами сосательными, чем-то вот так. А если как-то вот вспомнила рекламу, что какое-то время по телевизору еще даже рекламировали какие-то не стикеры, а что-то клеили на себя, пластырь, я не знаю. Пластырь. Это рабочий метод? Знаете как? Вот в этом пластыре тоже содержится доза никотина. То есть это то же самое, что ты получаешь никотин просто через этот пластырь. Единственное, что вот по дозировке, я не знаю, как они граммуются, сколько там, может быть, тоже основано на том, что ты получаешь меньше никотина. То есть в любом случае ты его получаешь, но не через сигареты, а через пластырь. То есть никакой разницы получается? Ну, разницы получается, что нет. Единственное, в дозировке. Сигарету ты знаешь, ты выкурил 10, 20, 30. А тут через пластырь. И последнее, наверное, завершающее на сегодня. Вот какой совет вы могли бы дать тем, кто сейчас или хочет бросить курить, или родителям тем же самым, которые наблюдают за детьми и знают, что да, они курят, что-то хотят сделать, но не знают? Чем-то увлечься, что-то, вот, чтобы заинтересовало, либо ходить гулять, либо заниматься спортом, что-то смотреть, я не знаю, слушать, ну, чем-то занять себя, так скажем. Курение от нечего делать, по сути, ну, в большинстве случаев. Вот нечего делать, пошел покурил. Захотелось передохнуть от работы, да, пошел покурил. Да. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я надеюсь, я искренне верю в то, что через какое-то время, правда, курящих людей станет меньше. Спасибо большое. Спасибо. И 1,5 часа, как обычно, пролетели незаметно. Мы надеемся, что вы отдохнули. И я тут вспомнила, что не рассказала вам ничего космического. Исправляюсь. Гигантская комета прямо сейчас летит к Земле. Ее можно будет увидеть послезавтра, в субботу, в 18:30 по московскому времени. Хорошая видимость продлится 2-3 недели, а наблюдать за кометой лучше в бинокль или телескоп на западной части горизонта. Последний раз комета приближалась к нашей планете много веков назад, когда на Земле жили неандертальцы. Отмечаем в календаре эту дату и ждем.
А сейчас самое время рассказать, что завтра в 19:30 смотрите программу «Ерештегл». Вы познакомитесь с осетинкой, живущей в Турции. Она лингвист, и когда она училась в Кембридже, нашла переписку ученого Гарольда Бейля с Васо Абаевым. Кстати, Гарольд очень любил осетинскую культуру. Я уверена, это будет интересно, так что будем смотреть. А сейчас эфир телеканала продолжит выпуск новостей. Оставайтесь с нами и до новых встреч.